Уйгурские НПО отреагировали на визит Организации исламского сотрудничества ОИС в Восточный Туркестан под китайским кураторством. Делегация высокого уровня Организации исламского сотрудничества прибыла в Китай 17 августа 2023 года. Делегацию возглавляет посол Дия Эдин Бамахрама, постоянный представитель Джибути при ОИС, и в ее состав входят постоянные делегаты и представители 25 государств-членов, включая Саудовскую Аравию, нынешнего главу ОИС. В заявлении ОИС говорится, что делегация поделилась мнениями с китайской стороной о статусе мусульманской общины в Китае и планирует посетить Восточный Туркестан. Союз ученых Восточного Туркестана, Центр уйгурских исследований и Союз организаций Восточного Туркестана заявили, что осуждают этот организованный визит, который был тщательно подготовлен Китаем и будет служить только дезинформационной пропаганде Китая, направленной на то, чтобы заставить замолчать международное сообщество, особенно мусульманский мир, о продолжающемся геноциде и преступлениях против человечности Китая в Восточном Туркестане. Исследователь Ялкун Улуйол, автор доклада, в котором говорится, что Китай заставил уйгурских турок, живущих в Турции, стать шпионами, угрожая их семьям, оценил свои выводы и анализ Карымскому информационному агентству QHA. В докладе, опубликованном на прошлой неделе испанской правозащитной организацией Safeguard Defenders, расследующей нарушения прав человека в Китае под названием «Целевая Турция. Транснациональные репрессии Китая против уйгуров», говорится, что китайское правительство все больше оказывает давление на уйгурских турок, проживающих в Турции, чтобы шпионить за уйгурской диаспорой. Автор отчета, исследователь и аспирант университета кучу-уйгурских турок Ялкун Улуйол передал свои выводы и анализы QHA. Вооруженные силы Китая начали совместные военные учения с участием военно-воздушных и военно-морских сил вокруг острова Тайвань после транзитных визитов заместителя лидера Тайваня Лай Чингде в американские города Нью-Йорк и Сан-Франциско до и после его визита в южноамериканскую страну Парагвай. Учения служат предостережением против сил, защищающих независимость Тайваня. Министерство обороны Тайваня объявило, что китайские военные самолеты и военные корабли были замечены вокруг острова. Основное внимание в учениях уделяется координации действий самолетов и кораблей и контролю воздушных и морских районов. Китай строит взлетно-посадочную полосу на острове в Южно-Китайском море в пределах Парасельских островов, которые являются предметом споров о суверенитете с Вьетнамом и Тайванем. По сообщению агентства Associated Press, основанное на спутниковых снимках, предоставленных компанией Planet Labs, следы строительства наблюдаются на контролируемом Китае острове Тритон, расположенном на юго-западной оконечности Парасельских островов с начала августа. Министерство внутренних дел Вьетнама утверждало, что работа является нарушением суверенитета страны. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Францию играть ведущую роль в отношениях, в то время как в ее отношениях с Европейским Союзом растут проблемы экономической безопасности, а ее подход к снижению рисков выходит на первый план. Согласно заявлению МИД КНР, министр Ван в телефонном разговоре со своей французской коллегой Катрин Колонна заявил, что Китай хочет углубить сотрудничество с Францией и вывести двусторонние отношения на новый уровень. Шах Махмуд Курейши, занимавший пост министра иностранных дел в течение 2 сроков в кабинете заключенного в тюрьму бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, был задержан по обвинению в разглашении государственной тайны. Как сообщает Аль-Джазира, Курейши заявил вчера на пресс-конференции, что будет выступать против любого решения о переносе предстоящих выборов, заявив, что они передадут дело в судебную систему, и потребовал, чтобы его партия «Пакистанское движение за справедливость» имела равные условия с другими партиями в предвыборной гонке. Курейши был задержан через несколько часов после пресс-конференции.